Самат Хаштабекович, у вас есть вопрос? Да, я был. Да, пожалуйста. Спасибо. Виталий Владимирович, я вам понимаю, конечно. Скажите, вот если есть пробелы, да, в судебной практике, вы сказали, что юридические неопределенность есть временное право вот в 2021-2024 году, да? А вы обращались в руководство Верховного суда для обсуждения или для принятия постановления Пленума Верховного суда по этому вопросу? Неоднократно обращался и даже записывался на прием, доносил все это председателям, всем, которые были, включая действующего председателя, тоже был в декабре прошлого года. Все эти вопросы доносились и ставились мной, то есть приводились конкретные примеры, что идет уже 4-е прекращение. Несмотря на указания Верховного суда, несмотря на то, что есть действующее постановление Конституционной палаты Верховного суда, где указано, что прекращение запрещено. Но, к сожалению, кроме того, как Верховный суд отменял и направлял на новое рассмотрение, ничего не было произведено. Второй вопрос. По вашему гражданскому иску, да, по 20 ноября 2024 года по Свердловскому району суда, они отказали по вопросу госпошлины или по другие вопросы есть? Были какие-то? Другие там тоже вопросы есть. То есть, допустим, все ссылаются на то, что вынесенное решение постановлением не является судебным актом, то есть не является приговором. То есть не только, то есть это получается, как постановление является промежуточным судебным актом. Конечного акта нету, то есть не признан он ни виновным, ни невиновным. Поэтому я не только лишаюсь права освобождения от госпошлины, но и не могу требовать возмещения материального ущерба, так как я иду в гражданском порядке без доказательной базы. И если здесь, в уголовном судопроизводстве, за 9 лет я не смог получить, да, возмещение материального ущерба, то действительно сколько мне нужно тогда еще в гражданском порядке это доказывать? Там еще 9 лет. То есть без приговора все судьи, особенно Верховный суд, во всех своих постановлениях отразил, что без прекращения именно приговором, без признания вины самим обвиняемым или без признания при наличии к тому оснований виновным его судом, обращаться в гражданском порядке практически невозможно. Мой первый гражданский иск также был отклонен ввиду того, что рассматривалось уголовное дело, и в нем, как пояснила тогда в Свердловском районном суде по гражданскому делу судья Шин, она пояснила, что раз есть гражданский иск в уголовном деле, то он и должен разрешен быть в уголовном деле. То есть, поэтому она тоже отказала в принятии, и Горсуд также ее поддержал. То есть, уже первый раз я обращался, мне отказали с гражданским иском, и вот в 2024 году второй раз я обратился и сказали, что без приговора, как я отметил, не только я должен заплатить госпошлину, но и это не гарантирует того, что даже оплатив госпошлину, я могу доказать, потому что я иду туда, грубо говоря, только с распиской, без доказательной базы. То есть даже, оказывается, нереабилитирующие обстоятельства не влияют на освобождение и от госпошлины, и на возмещение материального ущерба. То есть все придется доказывать заново. То есть порождается, опять же, вот эта вот отмена закона, да, законом части 3.1, которая не допускала прекращения без возмещения материального ущерба. Хоть и утратила силу, но опять же до сих пор порождает это все. И судьи
всегда пойдут на поводу у обвиняемых, так как пытаются, да, вот на смягчение, руководствуясь статьей 12 Уголовного кодекса Кыргызской Республики о смягчении, они выбирают именно прекращение уголовного дела постановлением, лишая возмещения материального ущерба, так как статья постановления вообще не регламентирует никакие вопросы, кроме того, что данное постановление должно быть оглашено в суде. Ваша позиция ясна. Так, Самат Кыштыбек, Нет, есть еще больше- вопрос? Уважаемые коллеги, есть вопрос? Давайте. Начинаем с Таблика. Виталий Владимирович, я хочу сейчас уточнить, может быть, есть как бы новая информация, где находится рассмотрение вашего дела в рамках уголовного судопроизводства? Уголовное дело в данный момент находится в кассационной инстанции Верховного суде по просьбе, по ходатайству моему и по ходатайству Генеральной прокуратуры. Приостановлено, да? Было приостановлено ввиду рассмотрения Дело в моего Конституционном ходатайства суде, в да? Конституционном суде, и будет назначено, это уже назначено на 15 июля. Июля, да? Хорошо, еще один вопрос. Вообще в обвинительном акте Разваляеву был определен размер вашего ущерба, материального ущерба? Да, размер материального ущерба определен, то есть там четко сказано материальный ущерб. Во-первых, как и было это им получено, 21 500 в долларах. И по курсу МБКР на день вынесения постановления следователем, С индексацией, да? да, то есть указано по курсу, переведено в Спасибо. национальную валюту. Спасибо, понятно. Гражданский иск также находится на рассмотрении в Верховном. Вот гражданский вы тоже, обжаловали да, вот тоже этот обжаловал отказ и в первую и Верховном вторую суде тоже? инстанцию, тоже в кассационной Понятно. инстанции по гражданскому делу тоже. Они тоже также ждут решения по ходатайству. Тут тоже для информации нужно. Вот в постановлении суда о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности, там был пункт, где предусматривалось вообще разрешение в гражданском порядке ваш материальный ущерб? Ни одно постановление, в нем не было четко сказано, что возместить материальный ущерб. В смысле четко сказано, что там было написано в Там отношении материального ущерба? в двух постановлениях было сказано, что я могу в гражданском порядке обратиться с иском, и все. В последнем, который Мамат Керимов, так как он прекращал постановление, и нигде в УПК не содержится норма того, что он должен это указывать об иске и о материальном ущербе, он просто это не указал. То есть даже он просто прекращает уголовное дело, ни одного слова о материальном ущербе нету. Даже мое право, то, что я могу обратиться, он не отразил. Хорошо. Да, пожалуйста. Я тоже хочу вашу позицию уточнить, акценты расставить в вашей позиции. Вот вы сказали, что, и это на этот мне показалось, что вы акцент сделали именно на эти положения, когда вы говорите, что суды прямо игнорируют требования уголовно-процессуального законодательства, не выполняя указания вышестоящих судов, инстанции 1 и 2, правильно? Да, верно. Так. Потом, более того, когда вы обратились в порядке гражданского судопроизводства, вы говорите, что и там тоже при наличии всех оснований для принятия вашего иска к производству и вынесения соответствующего решения, все же опять гражданский суд ссылается на какие-то необоснованные обстоятельства. Да? Так. Да, Так да, это, они да? ссылаются, ну, необоснованно. Да. Да, При этом вы действительно. ссылаетесь на решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Постоянно даже Так. первое Нет, прекращение подождите, я было задам резидивное. вопрос, потом Да, ответите. Да, верно, Вот. всегда И приложено. так все же, все-таки, на ваш взгляд, еще раз посмотрите, пожалуйста, на эту ситуацию. Все-таки проблема заключается в том, что нынешние судебные органы, кстати говоря, вы сказали, что еще дело ваше еще до конца не рассмотрено судами, судебными инстанциями, то есть вопрос еще не разрешен в том порядке, в котором должен быть разрешен, да?
Вот. И при всем этом вы, как вы считаете, на ваш взгляд, все же проблема заключается в том, что законодатель признал утратившим силу оспариваемые нормы, либо все-таки в необоснованных действиях следственно-прокурорских органов и органов суда на сегодняшний день? Ну, основное, конечно, это то, что законодательный орган признал, да, утративший силу 3.1, которая защищала права всех потерпевших. Без возмещения материального ущерба не могло. И так как сам закон, который был принят, утратил силу, но, как я вот отметил, он все равно на основании, судьи, используя Уголовно-процессуальный кодекс, статью 12, то есть невозможность распространения нового и уже утратившей силу старого, вот этот промежуток 3-летний. Понятно, Да, то понятно. есть Вот данное- все понял вас. Еще такой Данный вопрос. закон именно по... Все понял вас. Я понял вас. Вот вы Продолжает скажите еще поражать раз. вот Вот вы говорите, вот если бы суды исполнили указания, первой инстанции, вторая инстанция, исполнили указания вышестоящего суда и приняли бы решение по вашему вопросу, так как требует закон, который позволяет сегодня принять постановление с обвинительным приговором, то есть обвинительный приговор без назначения наказания, то вы бы не стали обращаться в Конституционный суд? Если как того требует закон, как того требует решение уже действующего. Либо нет, вот вы бы Да-да. стали бы обращаться даже при этом, или же не стали бы обращаться в Конституционный суд? Если все было бы законно, то есть вынесено было бы именно приговором, и я также не понимаю, почему в уголовном судопроизводстве не рассматриваются иски гражданские, да, и не возмещается материальный ущерб в уголовном судопроизводстве. Все, спасибо, я вас понял. Да, я бы не Понял стал вас. обращаться, потому что все тогда, Все ясно. во-первых, переюдиться, Спасибо. права всех были бы соблюдены, как обвиняемого, так и потерпевшего. Всё Но если это было бы приговором. Хорошо. Еще вопросы? Присаживайтесь.